У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў канферэнцыі пытанні ўстойлівага развіцця краіны, макраэканамічная стабільнасць, перспектывы і бар'еры, з якімі сустракаецца беларускі бізнес. Добрым прыкладам яго развіцця могуць выступіць малыя і сярэднія прыватныя сектары. Если мы посмотрим, допустим, динамику за последние 5-6 лет, то видно, что бизнес устойчиво говорит о том, что он чувствует себя лучше. Вот, то есть барьеры уже становятся такими, вроде они есть, но они преодолимы, да, для бизнеса. Экономическое положение компании свое хорошо оценивают. То есть взаимодействие с органами власти неплохо оценивают. Да. То есть на самом деле видим, что динамика есть. В этом контексте Брестская область – это вообще отличный пример, потому что самые успешные частные компании находятся здесь, по мнению белорусского бизнеса. Один з добрых прыкладаў развіцця бізнесу – сфера IT. Высокія тэхналогіі з прыстаўкай BY, упэўненыя эксперты, ужо добра інтэграваліся ў міжнародную эканоміку. І ў нашым рэгіёне гэтай сферы асаблівая ўвага. Так, напрыклад, на другім эканамічным форуме гарадоў-пабрацімаў і партнёраў Брэста было падпісана пагадненне аб стварэнні IT-кластера. Я для себя вижу, что все-таки процент ВРП инновационной продукции в регионе должен возрастать. Как за счет резидентов технопарка, так и, в принципе, за счет других предприятий и регионов. Поэтому для меня это главный драйвер развития региона. Потому что не всегда понятно для бизнеса Евросоюза, что происходит за границей. В данном случае мы могли бы быть проводниками, которые бы переносили бизнес-интересы через границу в одну и в другую сторону. И немаловажно здесь, что у нас действительно хороший инновационный научный потенциал, который мы должны реализовывать здесь, но эффект получать по всему миру. І пры гэтым рухавіком змен можа быць сама бізнес-супольнасць. Много было сделано в том смысле, что были сняты барьеры для развития, для регистрации бизнеса, уменьшено число лицензий, проверок и так далее. Да? Но внутри отраслевое регулирование осталось довольно жестким, и бизнес его видит. И вот вопрос состоит в том, что если бизнес будет добиваться того, чтобы адаптировали регулирование на уровне отраслей, для того, чтобы они могли динамично развиваться, вот это будет нормальным результатом. В целом мы оцениваем, что есть макроэкономическая стабильность, а это, по нашему мнению, является одним из ключевых факторов поддержания экономического роста и обеспечения устойчивого экономического роста. Эксперты упэўнены, толькі цеснае супрацоўніцтва дзяржаўных структур і прыватнага сектара можа даць плённы вынік і павысіць тэмпы ўстойлівага развіцця эканомікі краіны. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».